Здравствуйте, весь теперь события недели в эфире, в студии Дмитрий Пантелеев. Мы с вами говорим о том, чем нам запомнятся уходящие дни. И только некоторые ключевые темы для начала. Мой дом опять моя крепость. Неизвестно, куда отчитываться о зарплате и содержимом холодильника все-таки не нужно. Как остановили реализацию сомнительного со всех точек зрения начинания. Аэропорт на ремонте, когда и насколько закроют Большое Савино, и как быть тем, у кого уже куплены билеты на ставшие проблемными для пассажиров даты. И сел за руль и засветился, как личный автомобиль должника в прямом смысле этого слова может сдать своего владельца. Но начнем с самой обсуждаемой темы последних дней, которую уже окрестили инспекция холодильников. Все началось пару недель назад со странных анкет, которые раздали в школах с безапелляционным комментарием «Родители должны заполнить». Дальше больше выяснилось, что пермским семьям теперь какие-то оценки будут ставить. Самым ажиотажным оказался пункт про содержимое холодильника, которое должны будут проверять классные руководители. Ни одно заинтересованное ведомство, имевшее отношение к этому странному начинанию, так и не сподобилось на сколь-нибудь внятный комментарий, что же происходит. Зато родители школьников, особенно в интернете, поглумились над происходящим от души. Ну и вот в деле поставлена точка и поставлена губернатором, который сказал дословно следующее: явный перебор. Кто перебрал, зачем и что теперь будет дальше, выяснял мой коллега Даниил Гусельников. Предъявите ваши холодильники. Судя по документам, именно этого потребует учитель, оценивая ассортимент продуктов питания каждого своего ученика. Вот эти своего рода анкеты, а в них зафиксировать требуют доходы мамы и папы, размер жилплощади, наличие необходимой бытовой техники, оценить психологический климат в семье. Их раздали в школах детям, родителям велели заполнить, а они почему-то возмутились. Больше в интернете все-таки побоялись, что это скажется на ребенке в школе. Но, к примеру, Анна, помимо того, что мама четвероклассницы, еще и известный в Перми общественник. Как правило, в остальных всех анкетах в конце обычно даже спрашивают согласие о персональных данных. Там этот пункт, во-первых, отсутствовал, во-вторых, последним пунктом было, согласны ли вы, чтобы посетили вашу квартиру, дом с целью оценки бытовых условий. Вообще этот пункт меня очень сильно удивил. Посчитал, что это действительно мера, которая не поможет ничему, скорее даже может навредить. И мы всем классам написали отказ от того, чтобы посещали наши квартиры, дома. Официально подобные меры – реакция властей на череду трагедий. 127-я школа, убийство девочки в Закамске и смерть 14-летнего подростка от голода в Краснокамске. Как выяснилось, бумаги все же должен заполнить учитель, который, согласно постановлению комиссии по делам несовершеннолетних, дважды в месяц обязан проверять квартиры учеников. Педагоги тоже не в восторге. Допустим, классный руководитель пойдет обследовать жилищно-бытовые условия ребенка. Он работает целый день в школе, значит, он будет делать это вечером. Кто будет обеспечивать ему охрану, когда он будет в темный подъезд заходить там, и так далее? Это первый момент. Второй. Дети расположены в разных местах. Вот мы, например, ездим в школу. Значит, классному руководителю нужно ехать куда-то для того, что ему оплатит эти расходы. После сбора анкет и личного выхода педагог должен расставить баллы. Оценить, правда, уже не по пятибалльной шкале, состояние семьи. До 51 риск минимален. До 75 ученику потребуется помощь школьного психолога. Выше уже профессионального. А больше 200 баллов – время бить тревогу. Кстати, нарваться на штрафные баллы можно, к примеру, за сонливое состояние ребенка на уроках, непосещение им кружков или пустой холодильник дома. Эксперты отмечают, критерии расплывчаты, а значит, любая оценка будет субъективной. Это должно быть психологически комфортно, да, для значит, и тех, кто это будет делать, и тех, по отношению к кому эти меры будут предприняты. Поэтому тут надо еще обсуждать. Анкеты раздали всем, и пройти педагоги должны были тоже по всем своим ученикам. По итогу составить список неблагонадежных семей. Но, как оказалось, с юридической точки зрения все должно быть совсем наоборот. Если семья в группу риска не входит, если нет соответствующего заключения, что данная семья входит в группу риска, то обрабатывать ее персональные данные, вмешиваться в частную жизнь данной семьи без ее согласия нельзя. То есть нельзя предоставлять эту анкету?
нельзя требовать ее заполнения. Все сделали так, как не надо делать. Правда, заметили это только сейчас, после того, как точку в разгоревшемся споре поставил губернатор. Явный перебор. Бывает такая ситуация, когда чиновники, что называется, действуют абсолютно топорно, да, в результате чего родилось вот это никому непонятное решение, что нужно ходить по домам, что нужно осматривать. Более того, почему-то эту функцию решили возложить на работников образовательных учреждений. Если у нас вот люди вместо того, чтобы реально заниматься работой, будут придумывать всякие инструкции, да, значит, и мы будем писать тонны бумаг, вместо того, чтобы просто беседовать с людьми, с детьми, с родителями и быть в контакте с ними, да, конечно, мы ничего не сделаем. Сейчас предлагают новую систему на основе цифровизации данных. Вся информация из школы, кружков, больниц, полиции будет стекаться к соцпедагогу, который определит, нужна ли семье помощь и на каком уровне. Планируется, что заработает схема, хоть и не в полном объеме, а поэтапно, уже с начала октября. И уже точно сейчас заполнять анкеты никто не заставит и инспектировать холодильники не полезет. Данил Гусельников, Владимир Зубов. Вести, Пермь. События недели. Под занавес недели в пятницу судебные приставы опечатали спортивный манеж «Спартак» в Перми. Все занятия и массовые мероприятия здесь запрещены до устранения претензий к безопасности здания. Речь, в частности, идет о том, что серьезно нарушаются противопожарные правила. Кто должен приводить все в порядок – это большой вопрос. Сегодня здание продается. С закрытием манежа совпало объявление о дате торгов. Они назначены на 30 октября этого года. Начальная стоимость почти 188 миллионов рублей. Основной претендент на покупку объекта – Пермская мэрия. Но я напомню, что манеж «Спартак» находится в Дзержинском районе краевой столицы. Он был построен в 1977 году и стал одним из первых легкоатлетических сооружений, которые появились в городе. Еще одно закрытие здесь чрезвычайщины никакой, зато масштабы явно больше. На уходящей неделе объявлено, что на 6 дней будет закрыт пермский аэропорт Большое Савино. В будущий понедельник, вторник, это 24 и 25 сентября, а затем в пятницу 28 числа. Ну и точно по такой же схеме еще через неделю 1, 2 и 5 октября. Причина – реконструкция рулежных дорожек. Пермский аэропорт закрывается в целом на 6 дней. Работы будут вестись в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. Часть авиарейсов, выпадающих на названные даты, переносится или отменяется совсем. Информацию сейчас вы видите на своих экранах. В пресс-службе аэропорта сообщили, что все вопросы по возврату или обмену билетов нужно решать с авиакомпаниями. А еще в Прикамье считали деньги ровно за тем, чтобы сразу после Нового года начать их тратить. А еще готовились греться и ждали ласточку. События и темы последних дней, о которых нужно сказать отдельно, прямо сейчас в нашем специальном проекте «Неделя за 159 секунд». $550 миллионов рублей – это предполагаемая стоимость больших медицинских ремонтов в следующем году. Сумма, видимо, еще не окончательная, но порядок цифр уже понятен, коль скоро все это обсуждается краевым правительством. Известен и список мест, куда должны прийти строители. Это все медицинские заведения Куба, Кизела, Гремячинска и Губахи. А еще в Березняках, Соликамске, Кунгуре, Краснокамске и Перми. Правда, здесь ремонт будет не тотальный, а выборочный. Пока планы 2019-го не расходятся с реалиями 2018-го. В этом году на ремонт медобъектов край потратит 557 миллионов. Оно пришло. В Перми начали топить. Правда, пока только то, что попадает под емкое определение социальные учреждения. Это детские сады, школы, больницы, ну и так далее. В начале сентября ориентиром было 15 число. Но бабье лето обеспечило коммунальщикам 5-дневную фору. И вот решено социалку начать греть без оглядки на погоду. Тепло, даже если оно еще и вернется, надолго уже явно не задержится. А вот для пермских многоэтажек показания термометра по-прежнему важны. 5 дней среднесуточная температура ниже 8 градусов – формула для вычисления времени подачи тепла в жилые дома.
Завтрашний день пермской, а возможно и не только нефти. В «Лукойл» Перми завершился конкурс на лучшую научно-техническую разработку среди молодых сотрудников. История важная. На разработку, оформление и презентацию идеи давался целый год. Сейчас специальная комиссия выберет лучшие. Они будут участвовать в уже всероссийском конкурсе. Самые будут реализованы уже на конкретном производстве. И речь не только о добыче и переработке нефти. Среди тем конкурсных работ есть и охрана труда, и маркетинг, и инвестиции. Попробовали на всякий случай. Из Екатеринбурга в Верещагино и обратно в тестовом режиме прокатилась новейшая российская электричка «Ласточка». Железнодорожники смотрели, как состав ведет себя на путях и как быстро может обслуживать популярные маршруты. Плюс, насколько вокзальная инфраструктура соответствует заявленному уровню поезда. «Ласточка» — это далеко не привычный нам электрон до дачи. 160 км в час, 5 комфортабельных вагонов с такими приятными мелочами, как климат-контроль и розетки для зарядки мобильных гаджетов. В крае пару лет говорят о том, чтобы пустить «Ласточку» до Екатеринбурга. Конкретных дат, правда, пока не называли, но сам поезд уже испытали. Стабильность – признак и далеко не всегда качество. Уже в который раз одно и то же. Ночь, дождь или снег, свежий асфальт. На сей раз место действия – Кудымкар. Так клады ищут или следы преступления скрывают, но никак не современные магистрали строят. Дальше больше. Выяснилось, что под покровом ночи исполняется 14-миллионный контракт. Вернее, он уже должен был быть исполнен 2 неделями раньше. В Кудымкарской мэрии признали, что все происходящее ни в какие рамки не вписывается. Подрядчика обещали оштрафовать, дорогу принимать в эксплуатацию с особым пристрастием. А если что не устроит, денег за такую работу не платить. Мы продолжим сразу после небольшого перерыва. Не переключайтесь и смотрите в следующей части нашей программы. Не только номер и лицо водителя, что теперь могут разглядеть пермские камеры видеонаблюдения и кому стоит беспокоиться в первую очередь. Пенсионер-наркобарон. Кто и где правильно ставить запятые во фразе «казнить нельзя помиловать» в деле ветерана труда Игоря Трошева. И самое дно. Какие тайны открыл пермский Мадавилинский пруд, лишившийся большей части воды. Итак, вы смотрите «Вести Пермь. События недели», и мы с вами говорим о том, чем же нам запомнятся уходящие дни. Сохранить то, что построено до нас, и строить самим, чтобы у территории было не только славное прошлое, но и перспективное будущее. Рефрен визита команды краевых руководителей во главе с губернатором Максимом Решетниковым на север Прикамья. Древние пермские земли сегодня вряд ли можно назвать точкой роста, слишком уж долго здесь копились проблемы. Рецепты спасения сегодня могут звучать на первый взгляд легковесно, но почему к ним стоит не только прислушаться повнимательнее, но и активно ими пользоваться, узнал мой коллега Антон Нагибин. Никольский источник в Нырыбе – местная достопримечательность. По легенде, в 17 веке здесь явилась икона Николая Чудотворца и забил родник. С тех пор сюда, что называется, не зарастет народная тропа. Вода Никольского родника содержит большое количество серебра. Она очень питательна, полезна. От краевого центра до крайней точки севера Прикамья более 350 километров. Путь не близкий, но природа и уникальные памятники архитектуры – повод отправиться в путешествие выходного дня. В Чердынском районе более 250 различных объектов культурного значения, в том числе и федерального, таких как архитектурный комплекс на месте ссылки убийства Михаила Никитича Романова, дяди первого царя России Михаила Федоровича Романова. Еще одно место силы – Чердынский Кремль. От первоначального вида здесь только 2 сторожевые башни, воссозданные. Еще 2, а также деревянные стены до наших дней не сохранились. О планах вернуть прежний облик историко-этнографическому комплексу представители городской и районной власти рассказали губернатору Пермского края Максиму Решетникову, который прибыл в Чердынский район с рабочим визитом. Археологи будут искать 3 башни, то есть по раскопкам. Также глава региона посетил строительную площадку будущей поликлиники. Подрядчик доложил, что работы идут с обережением
продлением графика на 7-8 месяцев. Прогнозируемый срок сдачи – конец 2019-го. При этом губернатор отметил, что важно построить не только быстро и качественно, но и эстетично, чтобы новое здание гармонично вписалось в окружающую архитектуру. Если даже что-то, Михайлович, если там удорожание даже какое-то будет, ну пойдем на него, ну чтобы фасады были нормальные. Еще одним пунктом поездки стал новый детский сад деревни Рябинина, построенный на федеральные, краевые и местные средства. Здесь даже невооруженным глазом видно – все в полном порядке. Малыши и сами скоро в этом убедятся. Остались формальности с документацией. Открытие намечено на конец сентября. Кроме восторга, дети вот у нас уже сюда приходили, дети сотрудников, которые дошкольного возраста. Ну и так на экскурсию просили, сходили, смотрели, ну просто аж... Глаза блестят. Родители благодарны и уже задумываются о следующей ступени образования своих детей. Конечно, мы уже даже мечтаем и о новой школе. Надеюсь, что там, лет через 5 мы также этот проект с помощью региональных властей будем реализовывать. Важной частью рабочего визита стало выездное совещание по развитию внутреннего туризма, на котором было предложено правительству края рассмотреть вопрос о присвоении Чердани статуса исторического поселения. Помимо этого было объявлено о разработке специального приложения для смартфонов, которое призвано популяризировать отдых в пределах границ края среди молодежи. Мы хотим возить на территорию именно жителей Перми, которые на выходные дни, приезжая в территорию, являются активными туристами. 2 дня, то есть у нас появляется ночевка, собственно, что является важным. Губернатор поручил муниципалитетам обратить особое внимание на уже существующие современные площадки для продвижения туристических предложений. Задача – это, по-хорошему продавать территорию, да, продвигать ее, привлекать сюда туристов, и чтобы приезжие здесь не просто приезжали, уезжали, да, а чтобы они здесь оставляли деньги, чтобы здесь оставались на ночевку, чтобы здесь был нормальный общепит, чтобы, значит, платили экскурсоводам и так далее, и так далее. Не в Перми, а именно здесь. Общее мнение: в Пермском крае есть куда съездить и на что посмотреть. В этом сомнений нет. Список длинный. Нужно подкрутить сферу услуг, чтобы уровень комфорта был везде примерно одинаковый, вне зависимости, сколько вы прошли или проехали от краевой столицы. Антон Нагибин, Матвей Вершинин, Вести Пермь. События недели. Льготы для людей пенсионного возраста сохранятся в полном объеме. Пока в Государственной Думе рассматривают изменения в пенсионном законодательстве, депутаты регионального парламента на уходящей неделе поддержали сохранение мер социальной поддержки для женщин с 55 лет, а для мужчин с 60. Для этого пришлось принять поправки сразу к 9 краевым законам. Теперь неважный статус пенсионера, налоговые льготы и социальная поддержка начинаются с определенного возраста. Транспортники и судебные приставы теперь дружат официально и очень эффективно. На уходящей неделе заявлено, что отныне находящиеся в ведении краевого Минтранса камеры наблюдения будут помогать ловить должников. Теперь последним достаточно просто сесть за руль и попасть в поле зрения большого брата. Систему специально под эти нужды обновили и обещали развивать и дальше. Ну а журналистам показали, как она работает. Мой коллега Антон Нагибин узнал, действительно ли теперь на пермских дорогах нет никаких тайн. Их даже не сосчитать. Так быстро на экране ноутбука появляются снимки различных автомобилей. Владелец каждого из них – должник. Это частота срабатывания камер при поиске всех должников по всему Пермскому краю. Теперь камеры на перекрестках фиксируют не только нарушения ПДД, но и определяют задолженности с точностью до копейки. Всего несколько минут, и Т-образный перекресток на Чекалово-Комсомольском проспекте забит машинами должников. Сегодня в Перми отрабатывают новую схему с теми, кто не платит штрафы вовремя. Сразу после общения с дорожной полицией водителя приглашают в передвижной офис судебных приставов. Мы принимаем денежные средства по терминалу. Налички денежных средств мы не принимаем, они у нас не за оборотом. Приятного мало, но платить надо. Правда, не все согласны с предъявленными цифрами. Погашен долг давно. Мы то, что возбудили, это самое, судебное производство, его возбудили. Даже никогда у нас долг был, по-моему, через полгода только возбудили. Подобная работа велась и раньше, но для того, чтобы поймать неплательщика, нужна была передвижная камера, угол обзора которой уступает современной системе наблюдения за автопотоком. У нас появилась возможность, используя эти камеры, не только должников в движении задерживать, но и на стоянках стационарных. Инициатором нововведения выступил краевой Минтранс. По краю больше 200 комплексов фото-видеофиксации. Плюс мы в этом году будем наращивать группировку. 56 комплексов и 34 плюс 16, 50 комплексов передвижных будет стоять.
покроем всю территорию Пермского края. Даже если штраф 500 рублей, то исполнительский сбор 1000. Если больше 3000, то уже могут арестовать имущество. Где и когда в следующий раз будут работать приставы, неизвестно. В планах совершать подобные акции аж до 4 раз в месяц. Антон Нагибин, Александр Сигалаев, Вести, Пермь. Ну и сейчас один еще небольшой перерыв, но не переключайтесь, будет интересно. Он сам пришел, точнее вырос, как силовики не поверили пенсионеру, на участке которого нашли сотни кустов мака, и почему общественность горой встала за подсудимого. И все тайное становится явным, почему так сильно обмелел пермский Мотовилихинский пруд и что на его холодных пляжах делают люди с металлоискателями. Итак, вы смотрите «Вести Пермь. События недели», и мы продолжаем говорить о том, чем же нам будут памятны уходящие дни. Самое обсуждаемое судебное решение, причем не только в Перми, история это уже общероссийское, дело о пенсионере и маковой плантации. Ветеран труда Игорь Трошев получил год условно за, я цитирую, культивирование наркосодержащих растений. Все случившееся – классический пример того, как далеки бывают друг от друга правда формальная и правда бытовая. С одной стороны, да, действительно есть сотни злосчастных кустов. С другой, нужно очень стараться, чтобы в подсудимом разглядеть хотя бы признаки желания и готовности пошалить с законом. Все за и против в этой противоречивой истории изучила моя коллега Лариса Стрельникова. Награжден значком «Труженик». Ветеран труда, проработавший десятки лет в колхозе «Россия», теперь на скамье подсудимых. Игоря Трошева обвиняют в незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере. Не было таких умыслов у меня никогда, чтобы я приготавливал или что ли для наркоманов. Это... Опасный урожай из 467 кустов мака обнаружили на этих 6 сотках среди чеснока, клубники и в зарослях малины. За огородом мужчина ухаживает один, рассказывают внуки, пока дедушка оправдывается перед судом. Дети живут далеко, жена инвалид. В суде Игорь Трошев признался, мак видел, но убирать не стал, здоровье не позволяет. Где мешалось, я убирал, где не мешалось, я так и оставил их. Сейчас на Игоре Трошеве держится вся семья. Будучи на пенсии, он работает оператором газовой котельной. Обращаются за помощью и все односельчане. Домой, например, что-то мне надо сделать. Он приходит, помогает, в огороде помогает. По словам соседей, случаи появления маковых кустов не единичные. На некоторых участках их пытались вырастить наркозависимые. Попасть на участок может каждый, но сегодняшний обвиняемый никак не ожидал, что угроза спокойной жизни может исходить изнутри. И уж тем более не предполагал, что за это грозит реальный срок до 8 лет лишения свободы. По словам Игоря Трошева, мак прорастал не первый год, но впервые мужчина узнал об уголовной ответственности. Также пенсионер предположил, что семена могли прорасти из земли, которую он купил с рук, позвонив по объявлению. Эксперты в суде подтвердили, такое возможно. Свою схожесть растение сохраняет до 5 лет. В ботаническом саду Пермского университета заявляют прямо. Не совсем красиво, не совсем честно по отношению к этому человеку. Суждение специалистов чуть позже. Прежде всего, суд признает факты. Формально, по закону, состав преступления есть. Культивирование растений, содержащих наркотические средства в особо крупном размере. В ходе расследования следователями добыты исчерпывающий перечень доказательств причастности гражданина к указанному преступлению. Что это за доказательства, председатель регионального отделения Союза садоводов Сергей Шумихин может только предполагать. По его мнению, несоответствие есть уже в самой формулировке обвинения. Хаотичное появление таких растений, то в этом случае, конечно же, это, я думаю, что никакого злого умысла здесь нет. Это не выращивание. Если придираться именно к терминологии, это не выращивание. Выращивание подразумевает уход за растениями, его посадку, правильную посадку, при соблюдении определенных агротехнических приемов. А это мак-самосейка, он так и называется, мак-самосейка, потому что это сорняк. В итоге ветерана труда Игоря Трошева признали виновным и назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно. А приговор пенсионер выслушал со слезами на глазах. Не ожидал я такого никогда. Ну, что присудили. Все равно видно, что я стал заложником на своем участке. Вы также не признаете себя виновным? Нет, никогда. Я никогда ничем не занимался и не занимаюсь. У меня только одна работа до дома, вот и все.
Сил на обжалование у мужчины нет. Он продолжает работу в местной котельной, и впереди горячая пора. Между тем, адвокат намерен добиваться оправдательного приговора. Все мы знаем про профилактическое мероприятие МАК. Видимо, какая-то лотерея, как лотерея получилось, что у Игоря Яковлевича пришли сотрудники, изъяли МАК. Почему они не изъяли, скажем так, на других участках, мне непонятно. Вины Трошева именно в культивировании нет, как и нет самого культивирования наркосодержащих растений. Поэтому я думаю, что мы будем обжаловать вышестоящий суд. Между тем, на соседних огородах до сих пор можно найти отцветающие маковые кусты. Так что в теории на скамье подсудимых может оказаться почти каждый владелец приусадебного участка. Лариса Стрельникова, Александр Сигалаев, Владимир Кириллов, Александр Неверов и Владимир Зубов. Вести Пермь. События недели. Ну и еще одно судебное решение, которое на минувшей неделе было в центре общественного внимания. Пермский краевой суд не нашел причин для того, чтобы изменить решение Ленинского райсуда в отношении экс-депутата Пермского парламента Александра Телепнева и промоутера Сергея Ванкевича. В середине июля они признаны виновными в избиении в ночном клубе Александра Ширмана, больше известного под псевдонимом DJ Smash. Приговор 2 года в колонии поселения. Краевой суд оставил наказание в силе. Господа Телепнев и Ванкевич заявили, что вновь будут обжаловать такое решение. Ну а вообще это дело породило уже целый ворох судебных разбирательств. Александр Телепнев фигурирует в еще одном деле о драке в ночном клубе. В свою очередь он сам инициировал разбирательство с музыкантом Тимати за оскорбление в интернете. На работу на велосипеде на пятницу уходящей недели выдался очередной этап всероссийской акции. С недавних пор это уже не просто движуха среди любителей покрутить педали, а дело почти государственное. И это как раз тот случай, когда те, кто призывает, и те, кого призывают, слышат и понимают друг друга почти 100%. Причину такого единодушия попробовал понять мой коллега Артем Казин. Быстрее, чем на машине, пермский координатор российского движения на работу на велосипеде Иван Грачев собственным примером показывает, что двухколесная машина иногда бывает удобнее и полезнее четырехколесной, и призывает всех последовать его примеру. В этот раз мы не регистрировали участников. Да, и сложно сказать, но, судя по мобильности, достаточно много участников велосипедных. Хотя можно сказать, что в прошлый раз, 18 мая, мы заняли 5-е место в России по количеству зарегистрированных участников. На работу на велосипеде – это всероссийская акция. Вот письмо заместителя министра транспорта Российской Федерации. Он призывает всех, от простых людей до чиновников и государственных служащих, отказаться на один день от личного автомобиля и пересесть на двухколесный транспорт. И многие этот призыв услышали. Удобно, неудобно на велосипеде? Часто передвигаетесь? Мы каждый день передвигаемся. А сколько приходится проезжать, откуда куда едете? Ну, туда работает 9 километров и обратно 9 также. Первая часть акции традиционно проходит в феврале. Если в Европе бывает очень много желающих сесть в седло, то в России их единицы, в первую очередь из-за погоды. Ну а затем уже из-за техники. Мороз, минус 25 градусов, не каждый велосипед выдержит. Спорт же увлекает и интересно же. И мышечная нагрузка идет, и тренировка небольшая. Участников акции ждут в веломастерских. Здесь им обещают скидку на зимнее обслуживание своего железного коня. Если вы, конечно, знаете кодовую фразу. Ее можно найти в интернете на странице сообщества. Ну а сам велосипед необходимо подготовить к длительному зимнему хранению, чтобы весной без проблем кататься дальше. Для кого-то это средство передвижения, а для кого-то это самовыражение. Корпусом завалился, как на лыжах, параллели строишь, и ты уже получаешь удовольствие, двигаешь, самовыражаешься на этой штуковине. На самом деле акция «На работу на велосипеде» намного шире своего названия. В этот день организаторы предлагают отказаться от личного автомобиля и пересесть на велосипед, самокат и даже общественный транспорт. И самое главное, не забывать, что делать это можно чаще, чем 2 раза в год. Валерий Ступак, врач-кардиолог, в этот день решил не ездить на работу, а добежать. Физические нагрузки полезны для организма, тем более, что до работы не больше 40 минут. Была машина, машину продал, вот, только стал заниматься, в общем-то, своим здоровьем. Артем Казин, Владимир Зубов, Вести, Пермь. На фасаде пермской школы номер 77 живет 3-метровый медведь. Первая в городе анимационная граффити – часть будущего квеста «Тайны тихого компроса». Проект придумала директор английской школы Елена Иконникова. К его воплощению подключили учеников и профессиональных художников. Ребята помогают рисовать полностью, разрабатывают анимацию и пишут программу для смартфонов, с помощью которых и предполагается проходить квест. Рисунок на школе будет полностью готов на следующей неделе. Однако уже сейчас можно видеть характерный для Перми звериный стиль и авторский замысел. Хищник держит в руках наш город.
Мотовилихинский пруд в Перми – место тоже легендарное. Не готов сказать, что там на Тихом Компросе, а вот здесь самых разных тайн хоть отбавляй. Своя история есть практически у каждого пермяка. Пруд скрывает вход на секретный объект. Под водой куча кладов, в пруду живут рыбы-мутанты. Пруд притягивает самоубийц, и здесь мертвецов полным-полно. Что из всего этого правда, можно увидеть своими глазами прямо сейчас. Воду спустили, пруд будут чистить. Одной из первых в прямом смысле слова на дне побывала моя коллега Лариса Стрельникова. Килограмма 4-5 точно? О том, что такие карпы водятся в Мотовилихе, знали только рыбаки. И теперь познакомиться с водным миром приходят все желающие. Здесь и рыбы, и моллюски, и водоросли. Пруд стал суровым подобием океанариума. Антон времени на созерцание не терял, действовал быстро. Я вот на полчаса приехал и увидел у них трехзубец и все, поймал. И какова его судьба дальнейшая? Котлеты-то точно вкусные будут. У рыбы почти нет шансов спастись. Даже та, что преодолела переход к райскому саду, будет поймана подсачниками. Но, как заявили в городском управлении по экологии, нарушений здесь нет. Экосистема пруда будет обновлена полностью. В ближайшее время приступят к уборке мусора возле берегов. Чего только не накопилось здесь за последние пару десятков лет. Это и резиновая обувь, кошельки, лопаты и даже символ чьей-то любви. Конечно, все это вызывает интерес местной детворы, но родителям нужно быть особенно осторожными, пока оцепления нет, и буквально пара шагов в сторону, и тебя засасывает. В последний раз очистка пруда проводилась 18 лет назад, но была гораздо менее масштабной, нежели запланированная. Спуск воды – это только первый шаг. В ноябре на дне пруда начнут работать экскаваторы, задача которых – собрать ил, чтобы в дальнейшем вывести его на полигон. Цена вопроса – более 13 миллионов федеральных рублей. Процесс будет продолжаться больше года, то есть он закончится в декабре только 2019 года. Пруд будет спущен до минимальной отметки, вода полностью не уйдет. В приплотинной части вода будет стоять, порядка 4 метров там будет. Но местами по дну уже можно ходить, чем воспользовались искатели драгоценностей. Это же пляж городской. Люди купаются, носят колечки, сережки, сияют. Что-то нашли уже любопытное? Браслет золотой. Кто-то на очистке пруда явно обогатится. Главное, чтобы и рыбные богатства вернулись в один из немногочисленных городских водоемов. Впрочем, как говорят в администрации, это процесс необходимый, после которого, возможно, и купаться в Мотовилихе разрешат. Лариса Стрельникова, Владимир Кириллов, Вести Пермь. Ну а еще в Пермь вернулись красные человечки. Некогда они умудрились стать чуть ли не одними из самых узнаваемых пермских символов. А сидели в самом центре города на здании законодательного собрания и возле него. Потом что-то изменилось, и символ культурной революции убрали с глаз долой и спрятали на хранение куда подальше. Сейчас их вновь выставили на всеобщее обозрение. Да, это не центральная улица, но все-таки красные человечки теперь украшают небольшой сквер возле музея Саврийской в Мотовилихе. Компанию им составляют некогда не менее ажиотажные работы «Черный ангел», пермский коралловый риф и много чего еще, что вернули из культурной ссылки. Так музей отмечает свое десятилетие. Его основу заложила выставка «Русская бедная», которая открылась 25 сентября 2008 года. Но сверхцель сейчас – превратить треугольный сквер в районе площади Дружбы в новое пермское общественное и культурное пространство. У меня на сегодня все. Итоги очередной недели будем подводить в следующие выходные. До свидания, хорошего всем отдыха и, конечно же, берегите себя.